Есть одна планета-сад в этом космосе холодном. Только здесь леса шумят, птиц скликая перелетных. Лишь на ней одной цветут ландыши в траве зеленой, и стрекозы только тут в речку смотрят удивленно. Береги свою планету, ведь другой похожей нету. Яков Аким. Уважаемые читатели, Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых предлагает вашему вниманию виртуальную озвученную книжную выставку «Это хрупкая планета Земля», где представлена интересная и познавательная литература, которая поможет вам подробнее познакомиться с состоянием окружающей среды и найти ответ на вопрос, как сохранить нашу планету. Книжная выставка состоит из 4 разделов. Первый раздел «Человек, природа, экология» открывает универсальная энциклопедия «Атлас животных», Москва, Олма Пресс, образование, 2006, который включает около 800 статей о современных представителях фауны от простейших до млекопитающих, а также об ископаемых животных. Издание содержит более 1500 цветных и черно-белых фотографий. В приложениях приведены списки видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, а также краткие сведения о заповедниках и национальных парках России. Для слабовидящих людей будет полезен школьный справочник «Экология», Москва, Логос ВОЗ, 2004, где в крупношрифтовом варианте даны основные понятия и термины экологии и близких к ней наук. В уникальном путеводителе по самым знаменитым национальным паркам и заповедникам энциклопедии заповедных мест в России и ближнего зарубежья Вагнера, Москва, Вече, 2006, вы найдете информацию об охраняемых природных территориях нашей страны и ее ближайших соседей – Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдовы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Украины и Эстонии. Краткие характеристики заповедников и национальных парков перемежаются описаниями наиболее интересных уголков природы и очерками о животных там обитающих. Книга снабжена многочисленными иллюстрациями. Степень благоприятности природных условий, нарушение природных ландшафтов, состояние атмосферы, почвы и снежного покрова, опасные природные процессы и явления, экологическое состояние морей и поверхностных вод рассматривает учебное пособие «Экологическое состояние территории России». Москва, издательский центр «Академия», 2002. Здесь вы также найдете сведения об уникальных геологических памятниках России. Издание иллюстрировано многочисленными картами, графиками, диаграммами. Следующие 3 учебных пособия предназначены для студентов-экологов и для людей, которым не безразлично будущее нашей планеты. Юрий Новиков «Экология, окружающая среда и человек», Москва, Фаер Пресс, 2002. Надежда Семенова «Общая экология», Санкт-Петербург, 2015. Михаил Ануприенко «Экология», Москва, Омега-Л, 2016. Здесь изложены основные понятия и законы экологии, рассмотрены проблемы сохранения среды обитания, ее влияние на здоровье человека. Большое внимание уделено охране атмосферного воздуха, вод суши, морей и океанов, почв, недр. Подробно рассказано о проблемах сохранения растительности и охраняемых природных территорий. Авторский дуэт Борис Миркин и Лениза Наумова начали деятельность в сфере экологического образования в республике с начала 1990-х годов. На нашей выставке представлены 2 их работы. Учебные пособия «Экология и устойчивое развитие Республики Башкортостан», Уфа, 2010, и книга для чтения по экологии для учащихся среднего школьного возраста «Молодильные яблоки для планеты Земля»,
Уфа, 2000 год. В учебном пособии в доступной форме излагаются основные вопросы современной экологии – общей, геологической, прикладной и социальной. Прочитав вторую книгу, каждый поймет, как важно научиться пользоваться молодильными яблоками, экологическими знаниями, способными излечить планету Земля, и что многие ее болезни нужно лечить уже сегодня, потому что завтра будет поздно. Во втором разделе выставки «Прикоснись и слушай природу» представлены книги на доступных для незрячих пользователей форматах. Раздел открывает учебник Винокуровой и Трушина для 10-11 классов «Глобальная экология. Москва. Репро. 2001». Учебник будет полезен для владеющих шрифтом Брайля и состоит из 5 брайлевских книг. Башкирской республиканской специальной библиотекой для слепых в 2013 году были изданы 4 краеведческих многоформатных пособия из серии «Башкортостан на кончиках пальцев». Данные пособия изданы крупношрифтовым методом для слабовидящих и рельефно-точечным шрифтом для незрячих. Интересны они вам будут и своими рельефно-графическими картинками. В первом пособии «Сокровенные уголки природы Башкортостана» вы найдете сведения о природных парках Республики Башкортостан, Аслыкуль, Кандрикуль, Мурадымовское ущелье, Иремель. Даны описания их флоры и фауны, климата, территориального расположения. В пособие также включены сведения о национальном парке Башкирия, находящемся в Мелеузовском районе республики. Во втором пособии «Подземные кладовые республики» дается информация о полезных ископаемых, встречающихся на территории республики. Описываются места добычи и разработок. Последний раздел книги познакомит вас с Музеем геологии и полезных ископаемых Республики Башкортостан. Третье пособие «Зеленый мир Башкортостана» содержит сведения о растительном мире Республики Башкортостан. Описывается флора лугов, лесов, степей и болот. Приводятся краткие сведения о растениях, занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан. В последнем пособии «Жемчужина Урала» найдете общие сведения о нашей республике. На электронных дисках озвучены следующие книги: «Методическая разработка для проведения массовых мероприятий. Заповедная Россия. Москва. Российская государственная библиотека для слепых. 2016 год» и библиографический указатель «Башкортостан. Россия. Край бесценный. Уфа. Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых. 2010 год». На дисках и кассетах предлагаем научно-художественную серию «Соседи по планете» Юрия Дмитриева, советского писателя-натуралиста. Серия состоит из 5 книг. Первая посвящена насекомым, вторая – земноводным и пресмыкающимся, третья – млекопитающим, четвертая книга посвящается птицам, пятая – домашним животным. За книги «Соседи по планете» автор в 1982 году был удостоен международной европейской премии. На флеш-картах представляем вашему вниманию следующие озвученные научно-популярные книги о животном и растительном мире, живые и увлекательные рассказы о животных и их поведении, почему лисы пахнут фиалками, кто такие мурашиеды, почему волка сложно приручить, кто сильнее, тигр или медведь. В увлекательной форме повествуется об окружающих нас явлениях, объясняется их физический и биологический смысл. Эти книги обогатят ваши знания и позволят увидеть необычное в том, с чем мы встречаемся каждый день. Рассказы заинтересуют не только детей, но и взрослых. Адамсон. Пиппа бросает вызов. Пятнистый сфинкс. Москва. Логос ВОЗ. 2016. Акимушкин. Невидимые нити природы. Алексеев и Новокшонов. По следам таинственных путешествий. Книга очерков о забытых географических открытиях
и многом другом. Сапунов «Снежный человек. Разгадка тайны близка», записки исследователя. Томилин «Снова в воду. Научно-популярные очерки о водных млекопитающих». Мезенцев «Энциклопедия чудес. Природа и человек». Репин «Затерявшийся в тайге». Вагнер «Наука для всех. Удивительные рассказы о природе». Золотницкий «Цветы в легендах и преданиях». Коровкин «Тайны растительного мира. От гигантов и карликов до эскулапов и отравителей». И так далее. На 8 кассетах и в электронном виде в базе данных предлагаем книгу Гришневикова «Эра экологического апокалипсиса. Москва, 2003», где рассматриваются проблемы экологии, судьба российских лесов, состояние почвенного покрова Земли, национальные интересы России в арктическом регионе, угроза глобального потепления, обеспечение качественной питьевой водой, сохранение уникальной экосистемы Каспийского моря, жестокое обращение с животными, торговля редкими животными и растениями, деятельность заповедников в рыночных условиях и многие другие. На выставке также на кассетах можно найти звуковые, научно-популярные ежеквартальные журналы «Экология» и «Мы» за 2007 год, выпуски 1, 2, 3, 4, которые подготовила Российская государственная библиотека для слепых. Третий раздел нашей выставки называется «По следам Красной книги». Красная книга является официальным документом, создаваемым в соответствии с законами об охране окружающей среды, о животном мире. Красная книга Российской Федерации и Красная книга субъектов Российской Федерации учреждаются для охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, контроля за их состоянием, организации научных исследований, разработки мер по сохранению и восстановлению данных видов. Предлагаем вашему вниманию объединенный том «Красная книга Республики Башкортостан», Уфа, 2007. Эта книга является официальным справочным изданием, содержащим сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения видах растений, животных и грибов, встречающихся на территории Республики Башкортостан. В нее включено 232 вида высших сосудистых растений, 24 вида махообразных, 12 лишайников, 19 водорослей, 5 грибов, 112 видов животных. Для каждого вида приведены оригинальные иллюстрации, карта распространения в республике, краткие сведения по морфологии, экологии и биологии, охарактеризованы основные лимитирующие факторы и необходимые меры охраны. Красная книга Республики Башкортостан, том 1, Уфа, 2011, представляет очередное плановое, дополненное и критически переработанное издание продолжающейся региональной Красной книги. В книгу включены 284 вида. Описание каждого вида сопровождается оригинальным цветным рисунком, картосхемой распространения на территории республики и источниками информации. Книга иллюстрирована цветными фотографиями. В приложениях к книге приводится список объектов растительного мира и грибов, которые не включены в Красную книгу, но нуждаются в особом внимании к их состоянию в природной среде и мониторинге, а также основные законодательные и нормативно-правовые акты по охране редких и исчезающих видов растений и грибов в республике. Оба этих издания Красной книги предназначены для научных работников, аспирантов, специалистов в области охраны природы, работников сферы природопользования, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов, учащихся, краеведов и широкого круга любителей природы. А вот автор книг по траволечению Рим Ахмедов рассматривает природу в другом аспекте. Растения, которые рекомендуют в своих книгах, лечебные, и некоторые из них
занесены в Красную книгу Республики Башкортостан. Рем Билалович написал 3 уникальных книги по траволечению: «Одолень трава», Уфа Китаб, 1999, «Растения твои друзья и недруги», Уфа Китаб, 2006, книга Откровений «По следам одолень травы», Уфа Китаб, 2013. Аналогов этих книг до сих пор не существует в отечественной фитотерапии. Главным отличием его книг от других является лирическая подача материала, уникальные рецептуры и нестандартное применение трав, описание историй излечившихся пациентов. Все эти книги озвучены библиотекой для слепых и имеются в базе данных. Последняя книга Рима Ахмедова «Братья месяца у моего костра» увидела свет в издательстве Китаб в 2015 году. Она состоит из 12 разделов по числу месяцев в году. Каждый раздел представляет собой небольшой сборник, соответствующий определенному сезону. В каждый из них включены рассказы философского или лирического плана, зарисовки о диких или домашних животных, необычных явлениях и тайнах природы, о красоте и своеобразии географических зон Башкортостана. 4-й раздел выставки называется «Памятники природы Башкортостана». Башкортостан, располагаясь на стыке Европы и Азии, на оживленнейшем перекрестке исторически сложившихся торговых путей в Сибирь, Персию, Китай и Индию, занимает большую часть Южного Урала. Седой, овеянный легендами и народными преданиями Урал-батюшка – уникальное геологическое сокровище мира. Он хранит многие сокровенные тайны. Одни из них спрятаны в его недрах, другие, наоборот, выставлены как бы на показ, поражая всех своей суровой красотой, неповторимостью. Здесь и скалы, изрезанные морщинами старины, и каньоны рек, уходящие в поднебесье отвесными орлиными кручами, провалы пещер, манящие в непредсказуемые таинства подземного мира, и, наконец, постоянно шумящие, низвергающие вниз свои бесконечные струи красавцы-водопады. Красочный, иллюстрированный путеводитель «100 самых красивых мест Башкортостана», Уфа Китаб, Рифей, 2009 год, наглядно познакомит вас, уважаемые читатели, с самыми прекрасными уголками башкирского Южного Урала, что позволит вам самостоятельно разрабатывать маршруты для путешествий наиболее удобным способом. Путеводитель содержит справочную информацию, позволяющую планировать поездки от небольших экскурсий до спортивных походов. Фотоальбом «Жемчужины природы Башкортостана» на башкирском и русском языках Уфа Китаб, 2000 год расскажет вам о горах, озерах и реках республики. Урал, Агидель, Яик, Ямантау, Ургун, Арский камень, Шульганташ, Инзер, Яктыкуль, Ириндык, Сакмара, Талкас, Дема, Асылыкуль, Зилим, Туратау и так далее. А вот альбом Юрия Ляхницкого «Шульганташ», Уфа, 2002 год, подробнее познакомит вас с удивительным миром пещеры Шульганташ или по-другому Каповой пещерой. Вы совершите экскурсию в подземные залы, стены которых украшают рисунки людей эпохи Палеолита, прикоснетесь к древней истории прекрасного Башкортостана, увидите места, вошедшие в эпосы Урал-Батыр, Акбузат, легенды, предания и сказки башкирского народа. В фотоальбоме «Башкирская земля. Край легенд. Уфа. Белая река. 2015» также использованы мотивы эпоса Урал-Батыр и другие башкирские легенды. Этот альбом познакомит вас с горным массивом Иремель, реками Агидель, Юрзань, Дема, хребтами Бакты, Нары и другими драгоценными камнями из сокровищницы башкирской земли.
Для любителей рыбной ловли, сборщиков грибов, ягод, лекарственных растений будет интересна книга профессора Кучерова «Календарь природы Башкортостана. Уфа, Китап, 2001 год». Здесь описывается природа республики во все времена года и отмечаются особенности жизни животных и растений в каждом месяце, даются различные рекомендации. В конце книги помещены календари природы по некоторым пунктам республики, описывается методика проведения фенологических наблюдений в природе. И завершить путешествие по выставке, посвященной году экологии, хотелось бы статьей Эммы Поздняковой «Священные земли Башкортостана». Ватандаш, 2017 год, номер 1, страница 164-171. В России нет другого такого региона, как Башкортостан, пишет автор, в котором рядом с промышленными узлами, городами и селами растут величественные леса, текут прозрачные реки, отливают серебром рыбные озера с весенне-осенним гоготом бесчисленных стай. Башкортостан – единственное место не только на Урале, но и на всем северном полушарии, где на расстоянии менее 100 километров горная тайга с колоннадами из ели и пихт, красочные альпийские луга соседствуют с сухими ковыльными степями, по которым разбросаны голубые чащи озер. Священные земли, особо охраняемые природные территории Башкортостана, нуждаются во всесторонней и надежной защите, ибо они – хранители настоящего и будущего, а мы и только мы – соотечественники, наследники великого прошлого, из которого нам назидание посланы стихи из Урал-Батыра. Пусть зеленеют горы и леса, пусть обретут вечный цвет, пусть птицы воспевают мир, пусть люди в песнях восхваляют его, а враги, сбежавшие с нашей земли, пусть завидуют ее красоте. Быть в стране достойной любви, быть саду достойной земли, на зависть нашим врагам, пусть сияет наша земля. Спасибо за внимание.